карамелька есть? По парочке Пачку. дайте, пожалуйста, парочку. Карамельки нету. Не-не, у нас есть, говорю, еще. Еще что? По парочке, да. Парочку дайте, пожалуйста. Мгм. Добрались мы до еще одной реки Чувашии. Река Цивильск. Вот она такая, небольшая. Ну, речка новая и для меня, и для Дамира. Дамир, говорит, здесь ни разу не рыбачил, а 1000 раз хотел. Ну и вот, в общем, приехали. Тут дорога, ребята, и такие вот пятаки. Пятак. Мы уже, наверное, на 5-м останавливаемся, но один из здесь, который он побольше. Вот этот побольше, но спуск сильный и кидать неудобно. Короче, едем еще дальше. В общем, вот так дорожка идет и вот такие прогалы. А так все идут кусты и вот дорожка. И вот такой пятак раз, пятак два. Ну, люди тоже стоят, уже машин 5, наверное, мы видели. Короче, проедем сейчас, вообще посмотрим. 2 приметили для себя. Так что взглянем еще дальше. День добрый. Ну как, успехи? Да? А карасик? Карася нет? Ну, понял. Все ясненько, ясненько. Уклеечку поймали на поплавочек. Все, ребята, ехали, мы уже умотали, короче. Там, обрывы крутой, и трава. Такая головлиная река. В месте спрашивали, тоже, говорит, головль попадается. Там мотанули, там, сюда. Короче, нашли вот такой пятак, более-менее нормальный. Ну, естественно, грязь, это соберем. Ну вот, в целом, я сюда, допустим, Дамир сюда. И будем пробовать. А так, то мы все снижаемся. Мы уже от моста умотали вообще порядком. Хотя карася вот ловят прямо возле моста. А дальше все ближе к Волге уже мы идем. Ну посмотрим. Местных проезжали, у кого-то клюет, у кого-то нет. Все, разгружаемся, короче. Здесь будем бадать. Здесь и тенечек. Нормально, солнышко. Ну, правда, комар будет. Ну, ничего. Все. Останавливаемся. Надоело уже бегать, искать. Первый раз. Где клюет, как клюет, никто не знает. Так, друзья, ну что, быстро установились. 1000 раз уже показывал и не стал как бы показывать то, что во всех сериях ставим палатку, раскладушки. Это наш дом, убежище, спальня, кухня и так далее. Палатка большая и в целом тут на двоих прям вот так. Единственное, то, что сегодня ветра нету. За бортом 26. Жара и в палатке очень душно. Открыл вторую дверь, москиточка, окна открыты, но палатка двухслойная, и она прям сейчас в ней находиться некомфортно, жарко. Хотя, в принципе, можно открыть и здесь вентиляцию под печку, и трубу открыть, и окна полностью открыть, сделать москитку. Ну, нам пока там находиться нет смысла. Мы начинаем. Дамир уже обустраивается. Так что вот, сегодня у нас рыбалка здесь. Так, ну немножко марафету, как обычно, уберемся, потому что я не люблю лично вот эту всю движуху, грязь, вот это большой мусор, который на глаза попадается, его хотя бы соберем.
Потому что будем здесь сидеть. Именно вот здесь. Кофе, шмофе, лески, опарыши. И будет мусорка сразу у нас. Тут ива капает, блин. Соком брызжет. Что? Пух, да, взорвался, но... Не было же видно было до этого так, да? Ну, до этого, да, не видно было. На дистанции, чтобы была. Самое главное. Ну, сейчас посмотрим, что примерно покажет. 50 грамм. Так, друзья, ну что, зарядились. Все, Патрики 80 и 60-очку нашел. 70 где-то, 60. 0,18. Старую прикормку Дамиром добиваем. От соревнования еще у нас не стали выбрасывать, так как едем. Потому что мы и так нормально заряжаем по прикормке. Так, ну что, червя попробую на один. Бедный червяк у меня мучается. Уже такой уже уставший. Местный, ну точнее не местный, а я имею в виду с дома привезенный. Такой жары еще не испытывал. Да, бедолага мучается. Ну вот так, люблю, чтобы двигался. И получается по тот берег будем шмалять. Там ямочка, свальчик такой. Так, покурат. Ага. Здесь никак на Волге махать не надо плечами. Ну а второй на бутерброд, парыш. Ну, короче, будем смотреть. Самое, ребята, интересное, то что, несмотря на то, что я уехал, получается, на Волгу, Чувашскую республику, Дамир меня, да, взял. Ну, у нас каждая рыбалка на новом месте, и вообще это круто. Вообще просто едешь, вообще не знаю куда, новая река, новый какой-то маршрут, какие-то интересные, красивые места. Ну, в общем, вообще здорово. Вот это вообще, конечно, дорогого стоит. Здесь нормально у нас под деревом, хорошо, не так жарко. Солнышко не попадает. Единственное, то, что она капает, плачет. Ну, что, будем смотреть. Не знаю, ехали, вот хотели еще дальше, потом бац, здесь. Ну, решили тормознуть. Посмотрим. Рыбка, кстати, плещется под кустами. Возможно, голавль, возможно, и карась даже. А так в реке, не знаю. Все, наверное, есть тоже, да, Дамир? А? И лещ, наверное, тоже все же есть, да, наверное? Да, подлещик есть, конечно, это же это, почти у устья Волги. Ну да, так что тут все, как бы, мне кажется, есть все. Полчаса, друзья, без поклевок. Вот червь. Длинный там Дамир червь у меня вообще. Наш. Угу. Ну, первый есть рыб. Не, вообще не крупная. Или не, вон. Окунь, не поверишь. Ты же хотел окуня поймать. Блин, все они тут такие, ребят, пятнистые. Смотрите, их какой окунек. Вообще весь в крапину. Завинок. Я и думаю, на окуня кто-то соблазнился там, блин. Полчаса открываем счет, окунек на червя. Да, интересная рыбалка, походу, будет. Посмотрим. Окунек. Ну да. Окунь. Вот так вот. Вот вторая рыбешка. И это у нас опять окушок. Мелкий окунек. А нет. А да.
Мелкий-мелкий окунек, ребята. Пока все, что мы имеем. Ух, вообще какой. Белый какой-то. Смотри, какой он, слышишь? Не полосатый даже, да? Вообще какой-то интересный. Под плотву косит. Смотрите, ребята. Не знаю, такой он и есть или он чем-то болеет. Он, вообще какой-то весь пятнистый. Дамир. Под плотву косит. Закос у него, но небольшой. Под плотву. Походу с ними гуляет в стае. Окунек. Да. Третья поклевка, друзья. Уже тут скучаю с Дамиром. Братик, мелочь. Ну, походу окунь, блин, но... Окунь нервный здесь. Севильский. О, слушай, это что-то посерьезнее уже. Плотва, что ли? Да, Даже можно расправлять. конечно. Это же моя любимая рыба сейчас стала. Вон, ребят, смотрите какая. А здесь она другая, братан, смотри. Светлая очень. Она очень светлая. Заколола, конечно, дай бог. Ну что, мочим садок. Очередная поклевочка, опять мелочь. Вон, видишь, как он ругается, зовет этого. Он сидит, ребята, у нас это ястребы, да, или что? Или коршун, или орланы, Дамир. Вот там, не знаю, там, ребят, не видно в кустах. Сидит. Тут чайку сейчас чуть не вырубил. Много, кстати, тут их. Небольшие, орланы, скорее всего. И вот они друг друга тут зовут. У меня, походу, окунек мелкий. Опять зацепился. Дамир кормит. Сейчас будем мешать новую прикормку. Так что как-то так. Ну и ужинать пойдем сейчас. Опа. Ой-ой-ой. Врезался. Матрос. Белый окуня, ребята. Видали таких, нет? Рябой белый окунь. Шахтил. Да, они шахтят. Это же окуня. Опа. Да. Я еще Дамиру говорю, что-то, говорю, столько рыбачим, а окуня не ловили. Вот, пожалуйста, белая окуня. Кстати, в рационе сейчас будет много червя, потому что стух. Будем кормить червем еще. Перерубить бы, конечно, его. Ножницами можно пожмякать, конечно. Но они, видишь, такие короткие, неудобно. Есть специальные тройные такие. Сейчас бы тут мясо сделал салат. Ну так, покидаем его с тухлячком. А вдруг сазанчик приплывет на мяско. Да и пойдем сейчас ужинать. Приготовим покушать. Время-то уже вечер. Посидим еще. Вот такой червь уже плохой. Тут есть живые, конечно, еще. Пятая рыбешка. Слушай, мелочь. Опять матрос. Да? Смотри, что будешь делать. Вообще ужас какой. Блин, так и жрет, главное. Слушай, червя-то крупного ставлю. Жрет. Прям капитально. Да. Окуни, блин. На хищника прям встал конкретно. Ну. Кого пожелал, того и ловишь. Еще червем кормим, так, конечно. Прям, ну. Будем надеяться, что выйдет рыбка. Мне кажется, должна. Ну что, друзья. Вот так как-то. 6 рыбок.
одна плотва хорошая, садок. И тихо. Но настроение подняло сейчас всплески, ребят, сазана, он прям выпрыгивает. Демир говорит то, что он чистит жабры вот таким способом. Когда он пылесосит, жабры забиваются у него, и он выпрыгивает и их прочищает. Подняли прям настроение. 7 вечера. Кормимся. Старую закормили уже. Сейчас замешаем свежую. Но закормиться надо самим. Я предлагаю поужинать. Погодка. Красота. Ветра нету. Сейчас запалим спиралечку, чтобы комара не было. И приготовим поесть. Так, а на ужин у нас, ребята, на ужин. Так, спиральки. Масло. Блин, столько этих муравьев, что ли. Хлебушек. Так, ну что, у нас кашка перловая есть. Звениговский магазин здесь. Шикарная продукция. Вообще базаров ноль. Так, ну а пока запалю спиральку. Пускай здесь дымит. И все шикарно. В палатке вообще незаменимая штука. Потихоньку, монотонно она тает. И вообще замечательно. Кашка перловая. Есть. В эту поездку, кстати, ребят, взял ножик от компании Русберг. Нож Енисей. Кованая сталь. Такой спуск. Ну, работяга, он резиновая ручка. Очень мне нравится. Вот именно. Ну, я как бы, у меня ножей много, но я думаю взять какой-то специальный нож, что ли. Думаю, много рыбы буду разделывать там или чистить. Хотя особо не занимался рыбой, потому что жара. Мы ее быстро сбагривали. Ловили. АУС 8, это нержавечка японская вроде. Хотя, может, я ошибаюсь. Такой спуск у него ровный. Ну, такой он прям, я не знаю. Я баночки с ним вскрываю. Карася очистил, резал. Веточки туда-сюда. Ну и вот так в целом он как бы у меня зарекомендовал себя как именно такой выручалка. Под все подходит. Пацанам давал, кстати, разделывать животину. Сказали, что отлично. Подправить, конечно, надо уже, но в целом нож отличный. Ножи ребята делают отличные. Ссылочка, ребят, в описании по ножам. 10% скидочка по промокоду Дрюня. Вот у них много всяких разных ножей. И помимо своей работы, они делают еще европейскую. Точнее, у них есть на сайте европейская продукция. Так что рекомендую, друзья. Поклевка такая зверская. Окунь опять, блин. Что ли? Сиятный окунь. Бешеные окуни не дают поесть нормально.
такая кашка, ребята. С мясом. О, отлично. Даже немножко поджариваю. Вкуснее так, ребят. Ну, масло добавлять не надо, он просто разогрел и все. Красота. Вот так сегодня у нас по-скромному. Салатик. Ну, не сказать, что какой-то тушняк, это хорошая продукция, на самом деле, очень вкусная. Я пока лучше ничего такого особого не ел. И вот у них каши, вот они, ну, тут реально мясо есть. Мясо есть. Прям, ну, можно вот так побаловаться. Жара особо готовить тоже как бы смысла не вижу. Заморачиваться тут, пылить. А так нам что? Просто больше внимания рыбалке уделить. Да, вообще капитальные рыбалки. Стараюсь не пропускать вообще ничего, ни капли. Так что нормально. Можно и такого. А так вкусно на самом деле. Мы гороху убрали. Перловка. Да, вообще, слышишь, как семга. Вся в пятнах. Да. Слушай, гибридная какая-то, наверное. Ну, Интересно. держи, Андрюх, 5 секунд. Давай. Кушаем, а тут смотрим, поклевка. Опять же сорога. Блин, сорога здесь какие-то монстры. Да тут и окуни такие же, кстати, слышь, белые. Непонятные, Да, да? да. Так что этот, неудивительно. Что, Вот ребята? так. Вот и уже вечер, уже потемнело. Здесь, кстати, быстро темнеет. Не так, как у нас. Сколько раз говорил уже. Ну, тишина. Вот сейчас, пока кушали сорога, сейчас проверялся. Два ерша вот таких. Короче, не знаю, покормлюсь, я еще посижу. Я такой человек, что, ну, я привык больше ночью двигаться. А Дамир уже все, он 9 часов, как белый человек, кажется, спать. Но он и встает раньше, получается. Все эти рыбалки, он встает в 2, я стою в 4. Как бы я вот 2-3 часа еще сижу, когда он ложится. Пошел комар, ну, побрызгался, все нормально. Все хорошо. Дамир поднимает спиннинг, фидер, и все уже как бы идет. Покормились вечером, но тихо. Я уже заканчиваю старую, высыпали, замешали новую и добавляю, ребят, еще червя. Он еще, конечно, не полностью стух, но такой, наживка такая своеобразная, мне кажется, по карасю нормально. Ну, лучше бы по налиму было, прям вообще великолепно. Красота, ребята, красота такая. Деревина нас тут спрятала от солнца, хотя можно было позагорать даже. Ну, хотя позагорали уже весь черный. Птички поют, красота вообще. Речка такая, похожа на нашу, на две реки. Ну, не то. Не знаю. Сазана, ребята, я видел 100%, он прям ныркнул. Ну, короче, сегодня болты мы сосем, прям капитальные. Начиная с соревнований, заканчивают сегодняшней рыбалкой. Ну, хотели проверить эту речку, как бы и Дамир здесь не был, и вообще в целом, как бы я, вообще для меня, как бы, новая река. На Волге все в порядке, ребята, можно косить рыбу, вообще страшно. Туда, в Татарстан, мы ездили по карасю, вообще там тоже шикарно отловились. Будет у нас еще одна рыбалка, последняя. Вот я сейчас буду выбирать. Ну, я все хочу сазана. Здесь вот есть вариант поймать сазана, даже сазанчика. И как бы по лещу уже неохота стоять по карасю. Карася вообще классно половили. А вот сазана бы просто для себя, как рыбалка, как вообще трофей для себя, для положить в коллекцию, что у меня есть уже и эта рыба, и та рыба. Это прям, ну, для меня это было очень бы приятно. Вот и потемнело, друзья. Махом вообще сходил, заварил кофе в палатку. Тихо. Ну, если будет, только будет утром, мне кажется, да. Ну, с вечера вообще в ноль. Вот стояли в ноль. Ну, вот это мелочь. На Волге это прям. Ну, мы не на Волге, правда, другая река.
там никак. Ладно, посижу еще. Нет, тогда завтра, друзья. Поклевки не будет, не буду мучить вас и себя. Тем более ничего не видно, надо фонарики доставать, подсвечивать, а уже неохота. Дамир спит уже. Не хочу лазить уже, шебуршать. Пускай отдыхает. Так что все, ребят. Если до поклевки, то до поклевки. Если до завтра, то до завтра. Потому что, ну все уже. Ребята, доброе утро. 5 утра. Встает солнышко, погода шикарная. Ну, туман, все в росе, палатка вся сырая. Короче, расклад такой. Дамир встал 2:30, пошел рыбачить. Я вчера сидел до 12, лег спать, а он лег, получается, в 9. К 12 ни одной поклевки, и я там кормил, конечно, кидал, и потом на пучки червя оставил и поставил на байт-трайнера. Он говорит, утром встаю, у тебя, говорит, шнур туда, но ничего не попалось. Все запутало, там два фидера. А так в целом мелочь какая-то, говорит, поклевывает. И у нас сильно упала вода, вообще, ее просто нету. Садок, который был в воде, ребят, полностью на берегу. Представляете, как вода упала. Вот с Волгой все контролируют, Волги сбрасывают, здесь вода уходит. Ну прям так, чтобы сильно. Ужас. Короче, пойдем порыбачим, посмотрим. Допиваю кофе и вперед. Красота. Поклевочка. Крупная что-то. Что-то гуляет. Сазанчик, что ли? Взяли, нет? Нет, не такой крупный. Не хочет выходить. Карась. Карасик? Да. Ой, ты красавчик, иди сюда. Оба. Опа. Ну, Андрюха. А там хорошо, заглоте. Опа. Ух. Вон карасик-то. Пришел. Пришел, друг. Хороший калач, смотри. Грамм 600, наверное. Калач-то хорош. В руку-то въебал, ты как? Ага, без этого плохого русского. Отлично. Утренний карась. Натяни. Великолепный. Смотрите, ребятки. Ну такой грамм 600, да. Хороший кабан. Такого вот только на сковородку одного положить можно. Утро, 6 час, вот поклевка. Вот одна, наверное, из единственных, которая нормальная поклевка. Не считая там плотву и головля, которого поймали. Вода ужас упала, не знаю, по тому берегу, если видно, вот до кустов, до краев кустов вот была вода. Вот она просто упала на сантиметров 70, наверное. Вот эти кусты в воде были. Садок у нас вот с этой кочки был. Вот мы сейчас перенесли его немного. Вот эта вода все ушла. Охренеть. И точка сейчас поменялась. Трешка была, сейчас двушка. Птицы поют. Вот ряночка. А уже жара. Уже жарко. Дамир взял. Смотри, это сазан, братан. Может, карась хороший. Да не, сазан. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Готовь. Да. Сейчас буду поднимать. Не хочет? Ох, килограмм. Куда ты его? Куда ты его выпер, братан? Есть? Есть килограммчик. О, Ух, еще крупнее. Красавчик, братик. красава. Красава. Подожди, Андрюха. Одену.
Блин, а чё не сазан-то, а? Ё-моё. Да? Да, это лапоть хорош. Кормили не зря ночью. Блин, он еще не берется нифига, как обычно. Кабанчик, да? Да, колобок Вообще, жесткий. сейчас жесткий колобок. Классика. Рассек нижнюю. Смотри, все. Чуть-чуть бы и убежал бы. Добре, да? Вообще. Гонь. Хвост, ребята. Я думал сазан, бля, нет. Килограммовый карась. Вот он Мы тут где. не одни ребята, мы троем тут. Вот вон посмотрел карасика и обратно на деревце себе. Он видит, что дергается что-то, он пошел на разведочку. А друг говорит, хлопчики мне подкинули кого-нибудь. Вот так вот. И сидит, короче, там. Живет он, всю ночь там сидел, спал. А сейчас карась дергается, а он, короче, посмотреть вылетел. А вот так, друзья, видели? Река пошла в другую сторону. Сейчас, получается, вода опять будет подниматься. Да. Смотрите, какое течение. В обратку все понесло. Вот так вот тут мигрирует вода. И к этой воде надо подстраиваться, чтобы отловить, получается. Вот коряги опять поплыли. Только теперь в обратную сторону. Ну, мелочушка какая-то, например. Река замедляется, да. Мелочь, походу, опять. Наверное, окунь. Куда-то туда утащил же. Да. Окунек. Чуть-чуть покрупнее. Чуть-чуть покрупнее, говорю. Окунек. Ну все, ребята, вода сейчас остановилась и потихоньку обратно начинает уходить. Вот это жесть, конечно. Мне кажется, с таким расчетом, блин, река не должна жить. Она должна жить по своей воле, чтобы было свое течение. А здесь его просто нагло прикрывают и дают воду в другую сторону. И, соответственно, рыба живет вот именно по этим законам. Тамир пошел спать. У нас, короче, караул принял, караул снял. Ну, двоих завалили, и это радует, что неизвестная река дала рыбку. В плане не объема, но зато побывали здесь. Жара неумоверная, вообще бешеная жара стоит. Морда просит станка. Не знаю, ребят, это, наверное, крайняя рыбалка в Чувашской республике. Возможно, мы еще съездим завтра или сегодня. Посмотрим. Сегодня праздник, кстати, в Чувашии, в Козловке. Большой праздник, День Республики. Там концерт будет, там Бабкина будет петь, приехала. Короче, перекрыты все дороги. В общем, не знаю, посмотрим. Все от настроения будет зависеть. В целом уже подустал, даже немножко, и охота домой, охота к семье. Соскучился. Как бы надо и меру знать. Это 100%. Взял, ребята. Я взял. Взял. Сейчас вот буду тут в одного как-то
Вот он у нас, карась. Опа, такой же кабан. Фух. Вот водичку установилась и есть контакт. Блин, кабаны, ребята, здоровенные, какие-то гибриды, блин, реально мощные. Прям в шахту. О, какой. Блин, килушки. 100%. Шипом зацепился, что ли? Мощно. Надо дробену, ребята. Червячок. Вот такой. Можно даже по два его насаживать, чтобы они там делали красоту. Вот так вот. Червь небольшой. Вот так. Смотрите, что он там вытворяет. Хвостики вот эти. Отлично. Водичка остановилась и карасик. И под тем бережком, под кустами. Ну, хоть выхватил. Речка порадовала. Опять, друзья, дали воду. Опять бешеное течение. Вот контроля здесь вообще никак нету. И она прибывать начала опять. Да, смотрю, прибывает вода. Палочку втыкали еще на сушу. Короче, надо садок не прозевать. Жесть, конечно. Фух, жара, ребята, страшная. Время 8:38, а уже дышать нечем. Ну вот один карась порадовал. Вот вода остановилась и поклевка сразу же получается. Короче, вода опять на прибыль. Потом останавливается, опять спускается. Короче, вот такие качели. Такие качели. На завтрак сегодня у нас опять вкусная лапша. Который 35 лет в России. Да, праздник с юбилеем, кстати. Быстренько перекусим. И будет хорошо. Ох ты! Есть. А? Есть, пошел. Куда сокали? Что туда? Давай сюда. Не крупный. Ну, все равно. Ох ты, не крупный, не крупный. Не крупный. А слушай, Нормальный, слышишь? а шел так. Ну, ты видел торпеды, куда идет? Шел так, ребятки. Слушай, они тут все калачи, понял? Слышь, как ты говоришь, боксеры звонили, да? Калачи такие, будь здоров. Вообще калачи. Вон, ребят. 2-2, братик. Ну да. Я-то в запасе был. Догнал тебя я. Да? Воспользовался тем временем, когда ты спал. Ну я и говорю, в запасе. Но. Так. Тут на улице у нас солнечная Чувашия жарит прям конкретно. Пойду этот. Одену. Ништяк. Вышли пообедать, точнее, пообедали, вышли к удилищам и смотрю, погнал. Ну, то бишь только клюнул. Опять колокольчик какой-то улетел. Ведет он сразу, страшно.
Или туда, или туда. Вот на 2 фидера, конечно, немножко неудобно. Но все-таки по 2 штучки взяли. Да караси-то такие добрые. Приятные. Что таких не ловить там? В общем, дендробена, ребята. Червь. Вот получается, сидеть, выжидать надо, блядь. Вечером нифига, ночью я сидел до 12 нифига. И вот утром получается плотва, наверное. Или что-то такое. Ну, это не тот карась, который клюет. Так. Вот тырк-тырк-тырк, понял. И все. Тырк-тырк-тырк-тырк, все. А, нет, взял. Да? Угу. Что, карась так был? Нет, слушай, что-то этот. Не карась. Это местный, да? Нет, что-то я еще и зацепил ту, блин. Не пойму. Карась. Только размер не тот, да? Размерчик только не тот. А карасик. Отлично. Ну, нормальный карасик. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вдруг прилетел наш. Да. Окушок тут у нас валялся. Сейчас дадим им. Опа. Кушай, братик, кушай. Давай, давай, кормись. А, она меня боится. Вот и все, ребята. Покормили. Да? Поднимешь? Думаю, да. О, тихо, тихо, не поднимай. Не поднимай. Не Как? хотел ты сюда ехать. Как-то не понял я. Маленький, да? Вяленький, да, что-то я поклевку даже не понял. Смотрите, ребят, какой хвостяра. Ай, красавцы. Ай, красавцы. Опа. 4-2, брат. Размочил меня конкретно. Вымерну. Плотва. А где брательник? Она живая же. Не, выпускай. Такую отпустим. Ты сразу. Нет, конечно. Они кормятся нормально. Он уже, видишь, высматривает. Уже все? Ждет, да. Сейчас мы ему головлика дадим. О, какого. О, сейчас брат поест. Да, слушай, это головоль. Да. Это не плотва, это головоль. На, братик. Сейчас будет кушать. Так, друзья, ну все, берет.
Мимо. Добирай, друг, добирай, добирай. Мимо. Вот голавлик-то не маленький, бля. Мимо. Есть. Добрый кусочек взял. Подняться не может. Давай спасибо хоть скажи, родной. О, красавчик, да? Ага, пошел, пошел. Ну все, друзья, собираемся. Попили чай, собрали палатку, собираем снасти и покормили друга нашего. Нормально за ночь подружились, да? В общем, скормили ему плотву, голавлика, окуньков. Да, съел, короче, нормально он. Сидит, живет тут на дереве. Так что мы все, потихоньку собираемся, время обед. Ну, отстояли, мы все равно своего выплакали. Четко, классно. Зато и вот люблю эту рыбалку фидерную, что она такая прям интересная. Надо кормить, понимать, искать. Ну, в общем, круто, все получилось. Фух. Что, братцы? Карася мы взяли своего. Вот такие красавцы. Вот такой карась, друзья. Вот такие лапки. Все на подбор. Немного, конечно, но красота. Богатыри. Вот такая морда, шайба. Сейчас завешаем обязательно. Ну что, завешаем. Самому интересно. Дамир, думаешь, сколько? А? 4 килограмма есть? Нет, карась. А, карась? Ну, 950. Общий вес. Ага. Сейчас, подожди. Что-то сбилось у меня. Килограммы. Карасик. Насколько потянул? Сколько думаешь? Кило? 930 грамм. 950. Да? Вот так вот, ребят. Килограммовый караси, короче. Шикарно. Ну, еще 2 сошло опять. Да, ну, в общем, этот штучный, но приятный кабан. Ну что, друзья, все, рыбалка подошла к концу. Загрузились, умылись. Жара неумоверная. Вот такой вот Аниш. Интересная речка. Вода то в ту сторону, то стоит, то в другую сторону. И от этого зависит весь клев, мне кажется. Ну, кабана взяли. Хороший карась. Штук 6 мы выдернули. Прям достойно. Как обычно, поночевали, палатка, покушали, отдохнули, позагорали. В общем, спасибо этой реке, и на этой речке я побывал. Здорово. Все, мы в дорогу. Всем спасибо за просмотр, друзья. Пока. Самое главное, ребята, это вот это.